Здравствуйте! В эфире новости на телеканале Тува-24. В студии Айдана Ховалых. И сегодня в выпуске. В Туву прибыла делегация иностранных журналистов. В районах республики стартовали праздничные мероприятия к Надыму. По улице Ленина пойдут автобусы и маршрутные такси. Тувинская горнорудная компания обеспечит все склады углем. В Туву прибыла делегация иностранных журналистов для знакомства с нашей республикой. Пресс-тур для представителей зарубежных средств массовой информации организован Министерством иностранных дел России. Для журналистов из Китайской Народной Республики, Социалистической Республики Вьетнам, Республики Таджикистан и Ливанской Республики будет организована насыщенная программа с выездами на значимые культурно-исторические объекты региона и знакомством с бытом и культурой тувинского народа. Хоть журналисты и приехали из разных стран – Вьетнама, Китая, Таджикистана и Ливана, но цель одна – это как можно больше узнать о Туве и рассказать о республике за рубежом. В частности, представители иностранных средств массовой информации в течение 2 дней познакомятся с традициями, бытом и религией местных жителей. Пресс-тур стал возможен благодаря совместной работе Агентства по внешнеэкономическим связям Тувы и Министерства иностранных дел Российской Федерации. Достаточно активно идет работа. Пытаемся побольше информации предоставить нашим иностранным коллегам для того, чтобы они распространяли ее через свои средства массовой информации на иностранную аудиторию, чтобы больше информации было о регионах Енисейской Сибири в СМИ. Представители иностранных СМИ с неплохим знанием русского языка признались, что перед поездкой в Туву пытались познакомиться с республикой посредством всемирной паутины. Однако столкнулись с информационным вакуумом. В интернете практически нет никаких статей либо публикаций о Туве на иностранных языках. Мне кажется, вам надо работать над этим. Я не знаю, сделать такие сотрудничества, я не знаю. Но, например, когда мы съездили в Хакасию, а там я уже очень много нашла информации на всех языках, на английском, на арабском и на русском. А вашем, честно говорю, я ничего не нашла. Мы начали здесь с нуля, а что это, мы где, что надо знать. У нас даже, у меня не было даже этого. Я не могла думать, я куда поеду. Поэтому это, конечно, жалко, потому что у вас такая красота, которая это как необычная красота, особенно для арабов. В рамках пресс-тура организована насыщенная программа с выездами на значимые культурно-исторические объекты региона для того, чтобы зарубежные журналисты могли пообщаться с людьми, узнать их истории и ознакомиться с туристическим потенциалом Тувы. У вас очень богатая история, очень богатая культура и очень богатая традиция. Традиция, у вас очень вкусные блюда, очень вкусные блюда. Знакомство со страной или регионом проходит не только через призму местной кухни, но и через национальный язык. В итоге мероприятия журналисты из Тувы и представители иностранных СМИ договорились о сотрудничестве по информационному продвижению республики за рубежом. Чинчика Шпыкол, Чайхан Дунгак, Софья Сая, Тува-24. Родители детей до 3 лет могут обучиться цифровым профессиям с господдержкой. Государство оплатит 50 или 75% стоимости обучения в рамках национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Для участия должны соблюдаться 2 условия – возраст от 16 лет до пенсии, среднее профессиональное или высшее образование или статус студента, а также принадлежность к льготной категории граждан. Подробнее о программе можно узнать на портале Госуслуг. В излюбленном месте народных празднеств Тозбулаки проходит Надым Кызылского района. Традиционно состоялись конные скачки и соревнования по стрельбе из лука для мужчин Чабанов района. РС Мангуш побывал на месте праздника. Скакуны преодолевают 8, 10, 15, 25 и 30 километров дистанции в 5 больших заездах. Свыше 50 участников экипировано по всем правилам безопасности. Первым к финишу скачек на дистанции 10 километров забежал всадник из Сесерлига Айхерел. Рядом стоит его младший брат, хозяин лошади. Братишка попросил поучаствовать, погонять на его лошади. Готовились упорно. Я знал, что буду первым. В конной эстафете участвуют также скакуны из Танды, Менгунтайги и Кахема. Параллельно проходят праздничные соревнования по стрельбе из лука. Не на дальность, а на точность приземления спущенной с тетивы стрелы.
По словам организаторов, администрации и главы района, праздник на дома пройдет в течение 3 дней. В первый день прошел конкурс красоты в Сукпаке, а сегодня скачки и стрельба из лука. Завтра у нас будет местечко «Зеленая зона» ПГТ «Химия». Будет борьба. Думаю, что примерно 64 борцов будут у нас бороться. Призовой фонд мы предусмотрели там по разным категориям. А вот если конкретно по борьбе, например, это 100 тысяч и еще лошадь. Надомы проходят практически во всех районах Тувы. Таким образом, жители отбирают лучших скакунов и борцов к предстоящему празднику животноводов республиканского значения. Арес Мангуш, Владимир Суртук, Софья Сая, телеканал Тува-24. Старший сержант Мерген Донгак, получивший звание Герой России за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, получает поздравления от родных и близких с рождением первенца. Старший сержант 55-й отдельной мотострелковой бригады Мерген Донгак, второй в истории современной Тувы Герой России после министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу. После приезда из Украины его ждало большое радостное событие в жизни. Сегодня он впервые стал отцом. Девочка, вес 3 килограмма 415 грамм, рост 51 сантиметр. Я очень радуюсь, благодарен своей супруге за дочку. С именем для дочки пока молодые родители не определились. Поздравить с рождением первенца Героя России пришли и представители медицинской палаты Тувы. От имени правления медицинской палаты и всего врачебного сообщества Республики Тува поздравляем нашего Героя России из нашей республики Донгак Мергена с рождением ребенка. Мы узнали, что ребенок здоров. Девочка, она красивая, похожа на отца. Мы желаем, чтобы она тоже стала, может быть, в будущем героем нашей республики Тува. По словам мамы Светланы Учуроловны Донгак, Мерген – 3-й ребенок в семье. Всего родных братьев и сестер 4. Дочь Мергена Донгака стала 11-й внучкой в их дружной семье. В столице Тувы продолжается работа по развитию дорожной сети. Это в первую очередь обусловлено модернизацией сферы пассажироперевозок, расширением пассажиропотока на улицу Ленина. Тему продолжит Даян Дансерен. Реконструкция дороги по улице Ленина вызвала у кызылчан неоднозначную реакцию. Мнения жителей столицы разделились касательно тополей, срубленных в ходе реконструкции. Социальные сети и мнения людей на улицах разнятся. Вчера поехал в центр города. Боже мой, что творится? По улице Ленина сплошняком вырубают деревья. Дороги шире сделать, и тротуар новый сделать широкий, чтобы люди не столкнулись. И все видно туда-сюда, и машину, все, народ увидит. Старт работ по реконструкции обусловлен необходимостью. Густая листва нередко загораживала дорожные знаки. Кроме того, вопреки межрегиональным логистическим ограничениям, город не стоит на месте. Кызыл неизбежно развивается, увеличивается автомобильный трафик города, что в свою очередь порождает необходимость создавать более комфортные условия для автомобилистов. Непосредственно на этом участке происходит реконструкция. Будут созданы дополнительные площадки для парковок. В ближайшее время планируем модернизацию пассажироперевозок. Соответственно, будут изменения в маршрутах движения пассажирского транспорта. И стала необходимость расширения улицы Ленина. ЛиАЗ или ПАЗ поедет, и встречная машина уже невозможно будет проехать. Беспокойство людей касательно возмещения зеленого фонда города справедливо. Оценку ситуации дали экологи Тувинского научного центра. Если вместо вырубленных деревьев планируется высадка новых, более благородных видов, то, конечно, большого вреда для экологии, экологической обстановки города, конечно, это не скажется на экологической обстановке города. Стоит сделать выбор в пользу более декоративных, более благородных видов деревьев, да? Например, хвойные, лиственные деревья. В связи с расширением улиц и иных территорий будут определяться новые зеленые зоны Кызыла. По инициативе столичной администрации в Кызыле уже высажено более 2000 деревьев. Выглядеть это все будет очень аккуратно, красиво. В осенний период еще будет до посадки
Вот, поэтому и в основном стараемся только места выбирать, где старые деревья, где уже в любом случае потребуется замена. Реконструкция дороги по улице Ленина проводится в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и финансируется за счет федеральных средств. Даян Данцирюн, Владимир Сюртук, Айдана Сенденма, Тува-24. Насколько готова техника к зиме? Достаточно ли угля во вскрытых пластах для обеспечения республики топливом? О цене на уголь и о подготовке к отопительному сезону. В Тувинской горнорудной компании в сюжете далее. В избежание сезонных очередей за углем Тувинская горнорудная компания совместно с региональными министерствами топлива и энергетики, а также жилищно-коммунального хозяйства разрабатывают программу по бесперебойной отгрузке угля населению. До середины августа мы, наверное, весь порядок полностью определим, потому что ошибки, которые были допущены в прошлом периоде, это 2021 год и первый квартал 2022, их нужно исключить на 100%. И чтобы каждый понимал, что если я иду за углем, я частное лицо, то я его получу вот так и не иначе. А если я собираюсь на этом зарабатывать, то я уже не являюсь частным лицом, и, соответственно, это другая совсем картина. И все это должно быть очень прозрачно. Для уменьшения очередей и увеличения пропускной способности устанавливаются дополнительные весы. Всего их будет 4. Грузоподъемность до 60 тонн. В этом году к 1 сентября уголь с 2 месторождений отгрузят на склады, расположенные по всей республике. Напомним, соглашение о социально-экономическом сотрудничестве между правительством Тувы и Тувинской горнорудной компанией заключено на период 2021-2022 годов. Обязательствами сторон было снижение стоимости угля для населения и закрепленные объемы отгрузки угля за пределы Тувы. Несмотря на санкции, компания работает стабильно. Приобретены 2 станка для бурения. Один находится на Чаданском месторождении, второй ожидается в Каахемский. Также приобретены грейдер-бульдозер. Погрузчик. Вызывает сложности ситуация с ремонтом техники и приобретением импортных запчастей в установленные сроки. У нас есть буровая установка ДМЛ, ДМ-45 и Камацу экскаватор, который японского производства, и американского, и японского. Соответственно, санкции введены, запчастей просто нет на рынке. Мы приобрели буровую установку, которая собрана на Копейском машиностроительном заводе на БС-215. На подходе уже часть от нее уже пришло, но ожидаем саму установку прихода. Также по соглашению с правительством республики ТГРК планирует обеспечить социальным углем население на 21 миллион рублей. Это 10 тысяч тонн в год. Стоимость угля для населения, закрепленная постановлением правительства, в этом году остается прежней – 2220 рублей 10 копеек за 1 тонну. Мэрия Кызыла запускает проект «Музыкальный Арбат». Участником может стать любой желающий, независимо от возраста и сферы деятельности. Участники получат возможность выступить публично и заявить о себе, а также шанс выиграть призы на День города. Запускается такая акция с целью развития нашего Арбата как места культурного отдыха, музыкального отдыха, где люди могут проявить себя, спеть песню, станцевать. В общем, для горожан это инициатива. Это были новости на Тува-24. Я с вами прощаюсь. Берегите себя.